20 лет назад в Якутии была проведена первая операция на открытом сердце. Ее провел заслуженный врач России, академик РАН, основоположник гнойной септической кардиохирургии и кардионеврологии, якутянин Юрий Леонидович Шевченко. Он обладает самым большим в мире опытом хирургического лечения больных инфекционным эндокардитом. На его счету свыше 7,5 тысяч наблюдений и около 3,5 тысяч проведенных операций. В 1993 году Юрий Леонидович назначен главным кардиохирургом Петербурга и Ленинградской области, в 1999-м министром здравоохранения России. Сегодня прославленный кардиохирург является основателем и президентом Пироговского центра в Москве. Кинди бир дөдолдактарым, кинди саха юно. Дорогие мои земляки, сегодня большой праздник. Праздник мой личный, как якутянина, очень верного, преданного этой суровой земле, этому народу великому. И для всех, кто живет в этом суровом крае, но благословенном крае. 20 лет, как мы сделали первую операцию на сердце в Якутске, пролетели как одно мгновение. Но край очень нуждался в развитии этого вида медицинской помощи, потому что сердечно-сосудистые заболевания и сегодня остаются на первом месте великой бедой вообще человечества. Юрий Леонидович, прошло 20 лет со дня первой операции на открытом сердце в Якутске. Это был Национальный центр медицины. Вот спустя такое количество времени, как вы теперь относитесь к таким операциям? Насколько сложной она вам тогда оказалась? Нет, мало что изменилось, в принципе, потому что настолько там все было подготовлено, я имею в виду современный уровень и профессионализм всех, кто участвовал в тех первых операциях. Они были первыми по эмоциональному восприятию, а так они прошли на обычном высоком технологическом уровне. Михаил Ефимович Николаев, президент, министр здравоохранения Егоров Иван Яковлевич, правительство Якутии, медицинское вспомогательное начальство нашли возможность не просто внедрить, а очень системно, с алгоритмом. Они тогда вышли на меня, я был руководителем известной клиники в Петербурге, военно-медицинской академии, и попросили подготовить бригаду кардиохирургов, что мы великолепно сделали. Приехали молодые, талантливые доктора, быстро освоили все операции, какие есть на сердце. Потом, когда уже все наладили в Якутском национальном медицинском центре, срочно вывезли туда аппарат искусственного кровообращения, которого не было. И тогда же в ноябре было всего проведено 7 операций, правильно? Да, потом уже они сами, мои ребята помогали. Я в первый день сделал 3 операции с ними вместе. С Захаровым Петровым Ивановичем, с помощниками. Все сработали великолепно. Как будто я с ними всю жизнь вообще работал и оперировал. Медицинские сестры, все, кто помогал. Тяжелая экономическая ситуация в стране, нехватка медицинского оборудования, нехватка квалифицированных кадров, большая ответственность, большое волнение. Как вы со всем этим справились? Мы не задумывались над тем, что такая обстановка тяжелая. Мы просто делали, мы спасали людей, вот и все. И других мотивов у нас не было. Ну и кроме того, конечно, я скажу, что не без задней мысли было чувство ответственности, гордости. Хотелось чтобы саха поднялась в этом отношении и была признана. Потому что кардиохирургия, она поднимает на другой уровень вообще медицину. Учреждения или региона, республики. Говорят, на сердце плюс, значит, там есть все. Потому что кардиохирургия много притягивает. И терапию, и кардиологию, и лабораторное дело, реанимация, выхаживание, реабилитация. Сразу образуется такой комплекс мощный, высокотехнологичный и очень надежный. Конечно, волнительно было.
когда не у себя дома, в клинике, где все, знаете, уже накатано, все отработано. Вот. Но надо сказать, что, во-первых, были больные в тяжелом состоянии. Как сейчас помню, одна больная с врожденным пороком, с дефектом межпредсердной перегородки, один больной с тяжелым митральным стенозом и с тяжелой митральной недостаточностью. 3 больных я в этот день прооперировал. А если не секрет, то сколько одна операция вот продлилась? Ну вот комиссуротомия – это на работающем сердце. Вводишь палец в сердце через кисет и открываешь отверстие митрального клапана, которое заросло, чтобы он открылся. Это быстрая операция. Сама операция там секунды. Вот. Но доступ и потом уход, зашивание, ну, это часа 1,5-2. Вот. С искусственным кровообращением, конечно, эта операция часа на 3-5 часов. Я и не заметил, что за спиной у меня все время стоял президент Якутии. Он стоял и наблюдал. Он стоял и наблюдал. Я представляю, как его сердце разрывалось, потому что нужно было, чтобы все было хорошо. Первая операция всегда должна пройти хорошо. Люди, чтобы спастись, ехали, искали спасения в Москву, Санкт-Петербург, в Ленинград. И все. Потом появился Новосибирск, Киев, Прибалтика, и все. Вот здесь вот все и вертелось. Ну а сегодня, тем более, когда прошло 20 лет после первой операции в Якутии, нет проблем. В Якутске оперируют, Хабаровске оперируют, Новосибирск, Иркутск. Везде уже у нас центры. Более того, молодежь поучилась и за границей. И даже пересадка сердца уже стала Пересадка такой сердца. достаточно рядовой, да, операцией? Да, она стала уже обыденной операцией. И сколько новых методов шунтирования появилось? Более того, а сколько операций появилось без грубых этих вот травматичных разрезов, эндоваскулярная, рентген-хирургия. Конечно, результаты лучше стали, потому что за это время и новые лекарства появились, и новое оборудование, что ультразвук появился, катетерные методы исследования появились. А так-то многое тогда, знаете, фонендоскоп, перкуссия ухом, расспрос. А операция тяжелое испытание. Травма тяжелая во всех отношениях. Бывает, операция прекрасно пройдет. А бывает, когда фраза «сердце не выдержало», да? Это самый тяжелый момент. Вот мы же его останавливаем, сердце, останавливаем, охлаждаем, льдом обкладываем. Все сделали, зашили, вот его надо запустить. Я говорю, запустится оно, не запустится. Запустится, не запустится. Ну, начало фибриллировать и фибриллирует. А ритма нет. Одна дефибрилляция электрическая, вторая. Уже у самого сердца останавливается. Ну, как правило, в 99%. Вот. Сердце запускается. Сердце запускается. Сначала слабо, потом набирает силу. Первая ночь в реанимации. Каким образом вы чувствуете сердце во время операции? Потому что очень многие говорят, что кардиохирурги – это такие дирижеры, а ритм сердца они воспринимают как некую мелодию души, некую мелодию жизни. Вот каким образом вы чувствуете сердце? Это ремесло. Кто бы что ни говорил, там, искусство, ремесло. Но оно святое ремесло. Надо очень работать четко, а для этого нужно тренироваться, учиться. Как скрипач, знаете, день не поиграл, 2 не поиграл, и уже сначала сам заметил, что не идет, потом другие уже замечают, что не идет. Возраст – это дело молодых хирургов. Как вы относитесь к тому, что на помощь кардиохирургам вступают уже такие роботизированные технологии, например, сердце при радиочастотной абляции, которую часто еще называют катетерной операцией, уже помогают такие 3D-модели сердца? Больше скажу. Робот оперирует у нас сегодня. Да Винчи. Уже во многих регионах стоят аппараты. И у нас это стало. Каждый день идет операция. Робот, когда хирург к больному не прикасается, а сидит за пультом, работает и очень точно выполняет вмешательства, в том числе и на сердце, и протезирование клапанов, и шунтирование, некоторые врожденные пороки. Вот. Но удовольствие пока еще очень дорогое.
А что ждет российскую кардиохирургию вот в будущем, если уже у нас такие нововведения? Я думаю, что поступательное будет развитие, все будет стабилизироваться. Вот. И нам очень важно, конечно, взаимодействовать с нашими зарубежными коллегами, потому что какие-то детали новые, от которых очень зависит результат. Это такой труд обобществленный. И вот то, что сейчас будет конгресс большой в Якутии, не только по кардиохирургии, вообще о здоровье и медицине, это здорово. К сожалению, онлайн приходится сегодня проводить, но все равно ничто нас не должно останавливать в нашем развитии. Завершающий вопрос нашего интервью. Какие у вас есть пожелания или, может быть, даже наставления кардиохирургам, которые уже практикуют, кардиохирургам, которые только выпускаются из высших учебных заведений? Вот какие у вас пожелания? Я очень часто вижу во сне Якутск, горы, подснежники, озера, Солдатское, Белое, куда мы ходили гулять, ледоход по Лени. Весь город выходил смотреть, когда лед идет. Ну, моим землякам я бы, конечно, посоветовал просто почаще думать о своем здоровье и здоровье своих детей. Поэтому я желаю, во-первых, всем заботиться самим о своем здоровье. Если что-то произошло, вовремя обращаться. И в современных условиях надо выбрать врача. А тем, кто выбирает эту профессию, хорошо подумать прежде, послушать свое сердце. И если уж пошел, то до конца, потому что это жертвенная профессия. Кто не способен пожертвовать собой, врачом быть не может. Не может быть врачом.